Испытано на себе. Испытано на себе. Самбо – это акроним словосочетания «самооборона без оружия». Ранее советский, а с 1966 года международный вид спортивного и прикладного единоборства, разработанный на основе борьбы дзюдо и джиу-джитсу. После признания самбо Международной федерацией объединенных стилей борьбы и включения в программу чемпионата мира на волне международной популярности в середине 70-х годов, самбо стремительно приближалось ко включению в программу летних Олимпийских игр. Однако в результате политических затруднений во время Олимпиады 80 самбо понизили в международном олимпийском статусе до демонстрационного спорта, а затем этот статус был аннулирован. И только 20 июля 2021 года Олимпийский комитет впервые признал самбо олимпийским видом спорта. Это была история популяризации самбо, а мне сегодня придется его испытать на себе. Эта программа «Испытана на себе», и я его ведущая Полина Долинская. Испытано на себе. Ну и так мы начинаем. Как и в любом виде спорта, тренировка начинается с разминки. На самом деле упражнений не так уж и много. Они несложные, но обязательные. Пробежка, бег спиной вперед, боком вперед, со скручиванием корпуса, с высоким поднятием бедра. Кувырки вперед, назад, колесо, сальто, кувырок с плеча. После этого начинается более детальный разогрев всех мышц, суставов и связок спортсмена. Ну и, конечно же, растяжка. Значение разминки сложно переоценить. Этот 10-минутный комплекс способен предотвратить возникновение травм, так как организм постепенно готовится к повышению нагрузки. Но даже и на таких простых упражнениях, какими они кажутся на первый взгляд, для человека, у которого напрочь отсутствует физнагрузка в повседневной жизни, может не остаться сил на дальнейшую тренировку. Как это и произошло у меня. Но отступать было поздно. Итак, под руководством тренера Садыкова Фархата Александровича мы приступаем к отработке приемов. Ножки соединили. Вот. Прости. Нормально все. Каждый тренер – это вчерашний спортсмен, который для достижения поставленных профессиональных высот преодолел боль, усталость, травмы и другие невзгоды, тем самым выработал в себе железный характер. Сам Фархат Александрович пришел в спорт, когда учился еще в 1 классе, но помнит свой первый триумф, как будто это было вчера. Первые мои соревнования, я их очень хорошо помню, они были в Жатае. Было очень холодно, я помню, мы пешком столько шли. И первый мой результат, я занял первый раз 3-е место. То есть счастливый домой с грамотой. Раньше только грамоты давали такие. Пришел домой радостный. И вот, наверное, меня это мотивировало, что я дальше продолжал тренироваться. Моя цель была, конечно, как и у всех детей, стать чемпионом мира по самбо. По самбо только у нас вершина – это чемпионат мира был. Это на данный момент сейчас ждем, когда уже будут Олимпийские игры. Ну, и после этого я уже потихоньку начал переходить в тренерскую деятельность. Если я думаю, я сам не стал чемпионом мира, то я кому-нибудь обязательно помогу стать олимпийским чемпионом на данный момент. Мне кажется, это, наверное, мечта каждого тренера. Все мечтают, чтобы у них воспитанники были олимпийскими чемпионами. Это самое важное, наверное, к чему все тренера стремятся и по сей день идут, тренируются, тренируют. В большинстве случаев педагоги требуют самоотдачи от своих подопечных. Зачастую это приводит к бескомпромиссным методам работы с юными самбистами. Я их тренирую, как меня тренировали. В 90-е, наверное, года, вот 2000-е начало. Вот по такой же методике я их и тренирую. Та методика намного сильнее,
Как бы, конечно, мы добавляем новые инновации, можно сказать. Ну, честно, не могу сказать. Ну, наверное, в первую очередь это дисциплина. Я очень обращаю внимание на это. Самбо – универсальный вид спорта, ведь им могут заниматься в любом возрасте, независимо от пола. Алена Чагаева начала тренироваться, будучи воспитанницей детского сада. И на секцию ее привел дедушка. Но на решение продолжать обучение повлияла мама. Мне было 5 лет, и я была маленькая, чтобы прям решить то, что я приду сюда, а не на танцы. Меня отдала мама, потому что она боялась то, что я не смогу за себя постоять, потому что у меня маму в детстве обижали, и она вот хотела, чтобы дочку, как бы она могла за себя постоять. А так мне понравилось, и я продолжила. Я начинала с дзюдо, а потом уже на самбо и на вольную борьбу перешла. Мама, в принципе, добилась того, чего хотела, то есть она дала тебе ту возможность обеспечить тебе самостоятельно безопасность тебя, и чтобы тебя не обижали и лишний раз как бы не трогали. Вот сейчас тебе уже 13 лет, ты можешь за себя постоять, об этом знают твои одноклассники, ребята во дворе, друзья, знакомые. Не мешает ли это, допустим, в том же общении с противоположным полом? Мальчики там не ходят такие: воу-воу, еще руку сломает. Нет, это как-то понимающе, то, что да, я объясняю то, что это всего лишь спорт. Как бы если прям серьезный случай какой-то будет, то что самооборона, то тогда да. А просто так, типа, я этим не пользуюсь. И как бы это для меня сейчас как увлечение в дальнейшем развивать карьеру и, может, в будущем совмещу свою профессию с этим спортом. Все свое свободное время ты посвящаешь именно тренировкам, подготовкам к соревнованиям, потом выездам на те самые соревнования. Как это отражается на учебе в обычной школе? Вот как раз сейчас я как бы пытаюсь совмещать то, что мне объяснили, то, что спорт, как бы это может не главное в твоей жизни быть, как бы это нужно совмещать с учебой. Как бы я хорошистка, у меня редко тройка, у меня вообще троек нет. Вот в этом году только что-то там на дистанционном обучении, то, что помешало, и все. А так я хорошо совмещаю спорт и учебу. Кто в семье тебя продолжает поддерживать и мотивировать? Все: бабушка, мама, родители. Как бы у меня вообще очень хорошие, как бы я им благодарна за это. То, что они меня поддерживают. И если у меня какие-то, может, провалы случаются, то они все равно меня не ругают за это, а просто поддерживают и говорят, что еще впереди. Единоборства развивают как физически, так и психологически. Занятия вырабатывают выносливость, гибкость, учат навыкам самозащиты, помогают выплескивать агрессию и эмоции. Да. Вот. Ноги оставляем. Стоп. Поворачивайтесь сами в эту сторону. Вот она нога. И поднимайте таз опять. Только не так сильно. Вы ногу тянете. Сергей Иваненко был гиперактивным ребенком для своих родителей. Именно поэтому он и оказался в зале единоборств. Начинал с дзюдо, но, как признается, безуспешно. Решил попробовать самбо, и сейчас он обладатель титула чемпион республики, участник всероссийских и международных турниров. Изначально пришел туда как хобби, чтобы убить время и энергию, а больше уже под руководством Фархата Александровича это превратилось как профессиональный вид, больше как уже деятельность, не хобби, а как работа основная. В дальнейшем, да, стараюсь связать свою жизнь с спортом, попасть в ближайшее время в сборную России по юношам, потом по юниорам, и уже дальше по мужикам стараться. На учебу тоже основное внимание выделяется как бы 50 на 50. Как вообще в школе, в обычной, в общеобразовательной? Нет, я учусь в лицее гуманитарном. Там 4, 5. В школе одноклассники, может быть, там: покажи прием, покажи прием. Ну да, есть такое. Пытаются на уроке физкультуры ложим мат, они покажи. Прием различные, элементы акробатики, все, что знаю, показываю, пытаются учиться. А родители как воспринимают? Мама там не переживает: ну что такое, а если тебе нос сломают, а если тебе руку сломают? Мама, конечно, переживает, старается ходить на соревнования, которые проходят в Якутске каждый раз. Очень сильно переживает, потому что бывают моменты и травмы, растяжения различные. Несерьезные травмы, но она воспринимает их как серьезные. И переживает, конечно. Было такое, что она говорила: все, бросай, хватит. Нет, такого не было. Она говорит: восстановишься, подожди, лучше восстановить хорошо, и потом начинай тренироваться. Ребенка приводят в спортзал родители, но сделать так, чтобы он захотел остаться, а уж тем более посвятить свою жизнь спортивной карьере, может только тренер. Ведь он для них и учитель, и наставник, и самый близкий друг. Я к ним отношусь как к своим детям, родным. Я с ними живу, кушаю, питаюсь с одной тарелки. Это мои родные, как бы, как говорится, как и мой тренер, он был мой второй отец. Но, наверное, для них я тоже
можно сказать, и вторая мама, и второй отец. Все вместе. В этом выпуске я познакомилась с таким видом спорта, как самбо. Мне была подарена замечательная возможность не просто посмотреть, но и принять активное участие в тренировках с юными единоборцами. Выброс адреналина сохранялся до самого вечера, и в какой-то момент я даже начала задумываться, а не продолжит ли мне дальнейшие тренировки? Тогда я еще не подозревала, какой сюрприз мне подготовит боль в мышцах на следующее утро. И это тоже было испытано на себе. Испытано на себе. Испытано на себе. Отсюда взяли, пришли за пояс, подвигаем спину, полностью поворот и бросочек. 7 мест. Работаем. Прям к нему прижимаем. Ну вот с этой стороны? Да, правильно, стоп. Вот, ножки соединили. Вот. Прости. Нормально все. Еще раз. Стоп. Продолжение. Делаем бросок и сразу переходим на болевой. Взяли этот же бросок, работаем. Зашли. Раз, два. Бросили. И отсюда левой ногой прямо ложимся сюда. Можно надавить на ножку. Раз, два. Увидели? И здесь таз немножко приподнимаем. Рука прямая. То есть происходит болевой. Да. Раз, правильно. Два. Легли. И таз прямее. Таз приподнимаем. Вот. Испытано на себе. Мы сейчас работаем. Вы обхватили за спину. Вот, вы стоите боком, то есть, и поворачиваетесь полностью к нему спиной. Вот. Прихватили левой рукой за пяточку и делаем кувырок. И вот она, прямая нога, и происходит болевой на ногу. Еще раз. Это легкий прием. Смотрим. Обхватили за спину, полностью взяли захват, повернулись спиной, обхватили, взяли за пяточку и кувырок через плечо. Вот, вы как взяли за ножку, кувыркнулись, и вот его нога осталась. Прямая, и происходит болевой. Прямая, поля. Полностью прям обхватываете. Жестче. Вот. Да. Стоп. Да, и голову немножко поворачивайте в сторону. В эту сторону. Он тяжелый. Нет, он не тяжелый. Еще раз. Он не тяжелый. С ним кувыркнетесь. Стоп. Стойте. Еще раз покажу сейчас. Берите. Взяли. Повернули, взяли ножку. Взяли. Держите. И в эту сторону делаете. Григорьев, подойди, пожалуйста. Прости, если что. Давайте, теперь его берем. Хорошо. Схватили, да. Подошли к нему. Взяли за ножку. Стоп. Вы ноги слишком широко ставите. Ножки соединили, чтобы можно было. Да. И в эту сторону сейчас делайте кувырочек. Еще раз смотрите. Я вам покажу. Вот, вы взяли вот эту руку. Ага. Вы ставите руку, а вы руку не ставите. Обхватили, да. Да, голову. Нет, не в эту сторону. Почти в другую. Все то же самое, только в другую. Да. Вот. Ноги оставляем. Стоп. Поворачивайтесь сами в эту сторону. Вот она нога. И поднимайте таз опять.
Только не так сильно. Вы ногу тянете. Вот. Ой, прости. Испытано на себе. Взял захват. Вы берете, мы представим, что это куртка, обхватили эту курточку, вытягиваем, просто тянем на себя, в сторону, раз, и вот у него рука прямая. И всем весом тела дайте на его прямую руку, видели? И сами сели на колено. По-самому можно сделать и до болевого. И ломаете его. То есть, грубо говоря, локоть в обратную сторону выгибать. Конечно. Прямая рука полностью ломается вот такой вот стоп. Связан губок. Да. Испытано на себе. Да. Хорошо, еще раз. Еще раз. Да. Раз, два. Хорошо. И вы вот. Вот. Ноги по отдельности. Сразу ждать, сразу делать. Ой, так? Да. Давай, работай. Ой, давай побежим. Испытано на себе.